Барлықтарыңызға сәлеметсіздерме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көрмегелі көп болды, конечно же. Дамы и господа, всех приветствую. Перед камерой и я, Юлия from Казахстан. И мы продолжаем учиться читать по-казахски. Итак, поехали. Сегодня у нас с вами интересные выражения, сложные, как бы казалось, буквы, которых нет в русском языке. Но я легко и просто научу вас их читать и... Пусть у нас с вами вырабатываются, создаются новые нейронные связи, которые будут улучшать нашу жизнь. Такую умную речь толкнула. Ну ладно, поехали. Итак, словосочетание такое. Мәжбүрлі жұмыссыздық. Мәжбүрлі жұмыссыздық. Мәжбүрлі жұмыссыздық. Безработица, вынужденная, да? Итак, разбираем первое слово. Слово мәжбүрлі. 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 Итак, в первом слоге мы видим с вами букву Е перевернутую. И вот, чтобы за основу ее... Что взять за основу, чтобы ее прочитать, пардон? За основу нужно взять букву Я обыкновенную. Мәжбүрлі. Дальше слог, бр. Мы с вами видим недописанную букву У. И чтобы ее прочитать, за основу нужно взять букву Ю. Но если мы прочитаем через букву Ю, будет бюрлы, слишком мягко. Вот. А буква У слишком твердо, мәжбүрлі. А через Ю мәжбүрлі, слишком мягко. Вот буква Ü казахского алфавита, это, понимаете, нечто среднее между буквами У и Ю по мягкости. Ну и, конечно же, когда данная буква стоит в начале слова, я чуток по-другому объясняю, как ее читать. Мәжбүрлі. В конце мы с вами видим палочку с точкой. И палочка с точкой – это нечто среднее между буквами и по мягкости, да. И за основу берутся именно, да, эти буквы. Мәжбүрлі. И произносится эта буква очень коротко. Но, смотрите, здесь есть нюанс. Мы с вами после буквы Б научились читать букву Ü. И, как правило, когда эта буква написана в слове, то остальные буквы читаются гласно. Я имею в виду, читаются точно так же. Мәжбүрлі. Вы слышите тоже букву Ü на конце. Ну, в общем, можете делать букву Ü на конце, можете делать букву Ü на конце. Будет и так, и так. Правильно. И, ну и дальше слово жұмыссыздық. Жұмыссыздық. От слова работа, да? От слова жұмыс. Как прочитать букву У с черточкой снизу? За основу нужно взять букву О обыкновенную, но прочитать ее очень и очень коротко. Жо. Не жо, а жо. Только начали произносить, и здесь же закончили. Жұмыссыздық. Дальше везде идет буква И, которая, в отличие от русской версии, читается очень и очень коротко. Жұмыссыздық. Ну и в конце стоит буква К с хвостиком снизу. Чтобы ее прочитать, нужно просто оттолкнуться через букву К обыкновенную. Жұмыссыздық. Мәжбүрлі жұмыссыздық. Мәжбүрлі жұмыссыздық. Итак, дамы и господа, сегодня вы научились читать вот такое вот интересное словосочетание на казахском языке. Желаю вам всем удачи, и пусть у вас всегда будет работа, которая приносит вам и деньги, и удовольствие.